Указ правительствующего Сената об учреждении ярмарок в городах Иркутск, Якутск и Удинск. 25 июня 1768 года. Признав за благо учредить ярмарки в городах Иркутск, Якутск и Удинск, мы, согласно утвержденному нами положению правительствующего Сената, повелеваем дела и предметы ведения ярмарок передать думам сих городов. Мамонты, некогда населявшие землю, могучие животные, олицетворяющие силу и мощь. Красивые легенды слагали о нем народы Севера. В Якутии таинственный Сели выбирался из-под земли в полнолуние, чтобы набраться животворного света Матери Луны. И никто никогда его не видел, но находили многочисленные кости. Хотя 12 тысяч лет назад мамонты полностью вымерли, вечная мерзлота хорошо сохранила останки древних животных. Ученые сегодня находят не только кости, но и полностью замороженные тела. Молчаливый и суровый север нехотя выдает скрытые недра, и тем ценнее то, что дает природа своим детям. Так называемую голубую кость до изобретения пластмассы использовали для изготовления шахматных фигур, бильярдных шаров, клавиши музыкальных инструментов, табакерок, гребней. Человек находит применение бивню мамонта и придает смысл творениям, выходящим из-под его руки. Кость могучего существа передает энергетику самого мамонта, усиливает идею мастера. В императорской России особо ценилась якутская мамонтовая кость, прошедшие испытания суровыми северными морозами. Со всех уголков огромной России съезжались купцы на якутскую ярмарку. Необходимость постепенно превратилась в моду, а мода в силу красоты и уникальности материала стала классикой, которая будет цениться бесконечно. Дело, если выгорит, принесет двойную прибыль, не считая расходов на дорогу. Однако у меня есть мысли насчет товара. Нутис. Любопытно. Вот и дождался интересного разговора. Для нас это первая поездка. Поэтому я изучил материалы за последние 5 лет. Не возбраните меня. Мы совершенно упускаем из виду, что взгляды на торговлю поменялись. Ну, говори. Я в работе начинов не признаю. Иной раз лучше глупость сказать, чем упустить что-то важное. Вот спишут. За последний год в Якутской губернии продано столько-то местной говядины и молока. Значит, там живут не только охотники и добытчики земных богатств, но и скотоводы. Я думаю, нужно в качестве эксперимента взять с собой еще и орудия для сельских работ. Например, грабли, сенокосилки или сепараторы для молока. Ну, замечание это, наверное, справедливое. Но, думаю, об эксперименте говорить пока рано. Возьмем с собой порох, дров, пули для охотников,
Ну, а обратно мягкую рухлядь и мамонтову кость. Савва Никитич, мы же ничем не рискуем. Может, один воз возьмем? Вот, в 2010 году один прогрессивный якут купил автомобиль. Там не только охотники живут. Красноречиво, Игнат, красноречиво. Но это у вас по молодости лет. Вот съездим, поглядим. В России на протяжении веков сбор мамонтового бивня был одним из главных источников дохода сибиряков. Освоение мамонтового простора в Якутии началось после присоединения ее к России. По высочайшему указу российского императора новоявленные верно подданные его императорского величества стали платить ясак в казну империи. Излишек от ясака в виде мягкой рухляди и бивня мамонта ясачным людям было разрешено продавать только в специально отведенное время и в специально организованных для этого ярмарках. Хотя официально ярмарка считается учрежденной после выхода указа Сената 25 июня 1768 года, первая ярмарка состоялась летом 1647 года в Нижнеколымском казачьем зимовье. Впоследствии такие ярмарки стали устраиваться регулярно в августе и сентябре, когда промышленники возвращались в зимовье, а из Якутска прибывали торговцы, и зимние с установлением санного гужевого путей. В промышленных масштабах мамонтовая кость начинает продаваться с 1838 года. Этот экспортный товар вместе с пушниной и моржовым клыком составлял большую часть товаров, вывозимых за пределы Якутии. Кость мамонта и моржа свозилась в якутскую ярмарку с огромной территории почти всего северо-востока Сибири, от Алекмы и Вилюя до Охотска, Чукотки, Камчатки, островов Ледовитого океана, Берингового моря и даже из Аляски. На ярмарках скупщиками местного товара были прежде всего приезжие купцы из Иркутска, Москвы, Владимира, Тобольска, Устюга и других российских городов. Известны также местные купцы Протодьяконовы, Леонтьевы, Чапаловы, Самыловские, Силин, Эверстов, Васильев. Спросом пользовались дорогие меха, мамонтовая кость, моржовый клык, кабарговая струя, мясо, масло, шкуры оленей, медведей, лосей, рыба. Торговля привозными товарами велась с паусков и других судов. Присутствуют Петр Андреевич Ушманов, глава города Якутска, Гаврил Васильевич Никифоров, Маниатах Уалла, купец первой гильдии, Алексей Алексеевич Семенов, представитель фирмы «Коковин» и «Басов», и Кузьма Осипович Гаврилов, организатор интеграл-общества «Халбос». Гаврил Васильевич, уважаемый, у вас глаз наметанный. Поделитесь своими соображениями. Увы, Петр Андреевич, мамонтовой кости каждым годом становится все меньше и меньше. Может, стоит исследовать сторону моря? Да, ведь отправили своего человека Антипина, что вот там он разыскал новые залежи мамонтовой кости. И что, уже нащупал что-нибудь? Да вот, с нетерпением ждем отчет. А пока на нынешней ярмарке мы полностью подготовлены мамонтовой костью. Алексей Алексеевич, насколько я наслышан, вы отменно торгуете рухлядью. Петр Андреевич,
В нашей работе деликатность нужна. Вот нынче писец не вышел. Предполагаю, что цены из-за этого поднимутся не в пример с прошлыми годами. Вот помните, в 2008 году англичане, да и немцы подняли цену на песца с 7 до 10 за штуку. Самое главное, чтобы в этом году такого взрыва не было. Да, Алексей Алексеевич, на удачи не полагаемся, а на нашинское, купеческое разумение. Кузьма Васильевич, что молчит? Для меня слово серебро, молчание золото. Но на жизнь не жалуюсь, дела делаю. Лизинг пережился в губернии. Улусный народ с охотой берет сенокосилки, грабли. Голландские сепараторы Альфа-Лаваль в обмен на свои товары. Ну что, я потихоньку повышать обороты. Весьма наслышан про ваши дела. И про Динамо кино. Хорошее поколение растет, да, Гаврил Алексеевич? Да, Федор Андреевич. В XIX веке через якутские ярмарки проходило от 15 до 30 тонн мамонтовой кости. Пуд, а это 16 килограмм, стоил от 20 до 60 рублей ассигнациями. В Москве пуд стоил уже 40 рублей с серебром, что было в 1,5 раза дороже. В Лондоне в 1877 году центнер мамонтовой кости оценивался от 22 до 43 фунтов стерлингов. В начале 20 века оборот якутской ярмарки вырос до 1 000 000 рублей. В это время в Якутск в частном порядке начинают прибывать иностранцы – немцы и американцы для знакомства с областью. Цены на мамонтовую кость подскакивают до 64 рублей за пуд. Повышенный интерес иностранцев к мамонтовой кости, установление новых торговых связей рисовали радужную перспективу развития якутской ярмарки. Каюсь, Петр Андреевич, каюсь. Не доверял я раньше молодым. Савва Никитич приятно удивлен расторопностью вашего приказного. Да, Игнат мой добрый соратник. Вот послушал нынче него, и теперь полностью уверен в успехе нашего предприятия. Труженики, создающие своими руками благо, ценятся везде. Ну, как говорится, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Но наша морозная Якутия заставляет трудиться. Савва Никитич, вот вы до нас дорогу проложили, осталось только шире сделать. Господа, я предлагаю выпить за успех якутской ярмарки и за новые встречи. Ярмарка 1913 года была последней. Завтра была война. Первая мировая, а затем революция. Вместе с развалом империи канули в лету несокрушимые когда-то устои общества. Еще недавно ценившиеся качества, интеллект и аристократичность, образованность и деловитость стали считаться дурным признаком буржуазии. В этом непонятном хаосе, наряду с дворянством, купечество постепенно исчезло как отдельный класс. Расстрел. Этим трагическим словом заканчивается биография почти каждого из наших героев. Петр Андреевич Юшманов, глава города Якутска, расстрелян красными в гражданскую войну. Гаврил Васильевич Никифоров, легендарный Маниата Хуала, в 20-е годы бежал в Харбин, дальше в Японию, где и затерялись его следы. Алексей Алексеевич Семенов, первый нарком финансов Советской Якутии, репрессирован и расстрелян в 30-е годы. Кузьма Осипович Гаврилов, организатор Респотребсоюза «Холбос», репрессирован и расстрелян в 30-е годы. В феврале 2005 года в торговых рядах «Кружала»
под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации прошел фестиваль косторезного искусства народов России. Почти столетие понадобилось для возрождения старых, крепких традиций торговли. Мастера-косторезы из Архангельской, Камчатской, Тюменской и Магаданской областей, Ханты-Мансийского, Чукотского, Ямало-Ненецкого, Корякского автономных округов, из Москвы, Республики Саха-Якутия посредством искусства представили в своих творениях уникальный материал – мамонтовый бивень. Фестиваль объединил 156 представителей 4 школ косторезного искусства – Холмогорской, Тобольской, Чукотско-Эскимосской и Якутской. Холмогорскую косторезную школу отличает особая орнаментальная изощренность, тщательность и сложность отделки. Основной линией развития Тобольской школы стала миниатюрная объемная скульптура, отмеченная точностью социальных характеристик и бытовых реалий. Чукотско-эскимосская школа – традиционное занятие северных народов, насчитывающее более 2000 лет. В основе якутской косторезной школы лаконичная выразительность и обобщенная пластика форм, сочетающаяся с изощренной изобразительной повествовательностью и строгостью декоративного оформления. Начиная где-то 18 века, вот Якутия развивалась именно конкретно косторезное искусство Якутии. Сначала, допустим, вот это косторезное искусство как народное искусство считается, да? Но потом со временем, конечно, это уже в 1945 году у нас открылось художественное училище, Якутское художественное училище. Вот там, и оттуда и началось там скульптурное отделение. И в 1960 году конкретно открылось отделение вот, прикладное искусство, где обучали вот, при Якутском художественном училище косторезов, художников-косторезов, мастеров. Вот оттуда и началась вот школа. Именно профессиональных художников, которые вот именно начали работать. Как художники-косторезы, профессионалы. Творческий смотр-конкурс среди мастеров-косторезов «Сказ на бивне мамонта», проводившийся в рамках фестиваля, вызвал широкий резонанс в культурной жизни республики и России. Посетители и специальное жюри с участием художников, искусствоведов и специалистов-ремесленников оценило неуловимое волшебство в филигранной работе 40 известных авторов из разных регионов России. Президент ваш на открытии сказал, что эта выставка будет ежегодной. Если она будет ежегодной, это будет огромный вообще вклад в сохранение и развитие вот этих традиций исконных. Ведь вы обратили внимание, что у каждого промысла свои традиции, своя местная, локальная культура, которая – это глубинный пласт нашей национальной культуры. И он так или иначе поднимается в работах мастеров, выражается по-своему. Кто-то учится, кто-то начинает только осваивать, но это то, ну, как бы наше богатство, то, что нам старшее поколение передает. С целью поощрения творческого развития и роста победителя конкурса было решено отправить на всемирную выставку «Экспо-2005». Якутский косторез Федор Иванович Марков, завоевавший гран-при, представил свои работы в далекой Японии. А для популяризации мамонтового бивня на «Экспо-2005» был произведен отбор сувенирной продукции для реализации на мировом уровне.
Главная тема Всемирной выставки «Экспо-2005» – мудрость природы. В эру высоких технологий люди должны помнить, что они являются детьми природы и обязаны сохранить гармонию с окружающим миром ради будущих поколений. В последние десятилетия XX века палеонтологический бизнес вновь оказался выгодным. И то, что центральным экспонатом выставки стала голова юкагирского мамонта, еще более повысило интерес к мамонтовой теме в мировом сообществе. По итогам фестиваля были определены победители, среди которых представители известных в России косторезных школ и мастерских. Колмогорская резьба по кости из города Архангельска, творческая мастерская Сушко из Камчатки, Тюменский центр прикладного творчества и ремесел, окружной дом ремесел Ямало-Ненецкого автономного округа, Таймырский окружной центр национальных культур, представители Якутской косторезной школы, Уленская косторезная мастерская. Я просто был удивлен тому, что, оказывается, все-таки у нас очень большая Россия, очень талантливая. Ну, очень много было представлено. И вот хочу сказать, что подобные выставки, которые проводятся, они очень, очень познавательные. В рамках фестиваля впервые был организован международный аукцион по продаже бивней мамонта. Коллекционные бивни, сортовое сырье, палеонтологические останки мамонтовой фауны нашли своих покупателей в России и за рубежом. Проведение аукциона стало первым шагом на пути к возникновению цивилизованного рынка. Львиная доля мировой добычи мамонтового бивня приходится на Якутию. Полный запрет добычи слоновой кости создает спрос на бивень мамонта и рациональный подход к пользованию ископаемых останков мамонтовой фауны создает все условия для устойчивого развития мирового рынка. Бивень мамонта – природный материал, идущий к нам из глубины веков, является связующей нитью прошлого и будущего. Наши дети и внуки должны знать и помнить историю жизни Земли и учиться жить в гармонии с окружающим миром.